Дорогие мои, приветствую вас на своем канале. С вами сегодня Астарта Сантия, и мы делаем расклад его мысли, чувства, действия, планы на недельку с 10 по 16 февраля. Как обычно, все новинки и ссылочки на плейлисты по прогнозам на февраль для знаков зодиака, все в описании к этому видео, пожалуйста, обратите внимание. И также обратите внимание на мой второй канал. Ссылочка будет тоже в описании. Перед вами, как обычно, вариант номер 3 варианта. Что от вас нужно? От вас нужно сосредоточиться, ни о чем не думать и спросить о том, каковы будут его мысли, чувства, действия и планы относительно вас в загаданный срок, на этой недельке с 10 по 16 февраля. И интуитивно выбрать один из предложенных мною вариантов. Выбирайте, я перехожу к первому. Ну что, дорогие мои, первый вариант, смотрим вас. И что хочу сказать, довольно-таки непростая будет эта неделя для вашего партнера. Его сигнификатор на этой недельке — это карта всадник. То есть мужчина будет довольно-таки активный, будет в постоянном движении, будет в постоянном каком-то драйве, не будет сидеть на месте, будет все время желать, хотеть и делать, имею в виду двигаться, куда-то постоянно бежать, спешить, ехать. В общем, такой достаточно занятой человек. И мужчина также такое ощущение, что будет вам что-то предлагать, на чем-то настаивать. И вот такое ощущение, знаете, что вот гнуть свое. Вот так должно быть и никак иначе. Сигнификатор ваших отношений — карта собака. Но вы знаете, тут, конечно, привязанность, тут, конечно, дружба, тут взаимопонимание, желание быть рядом, желание быть вместе. И кто-то ваши отношения будет вести, а кто-то идти за ведущим. То есть кто-то ведущий, кто-то ведомым будет выступать в ваших отношениях. Давайте посмотрим далее. Его мысли. Вот вы знаете, на этой недельке довольно-таки такие туманные, непонятные у него мысли, какое-то копошение, будет что-то постоянно думать, анализировать. Знаете, вот тут как раз-таки подходит фраза для вашего партнера: вот горе от ума. Сильно много будет думать, сильно много размышлять, анализировать. И от этого сам будет больше запутываться, сам будет что-то там себе надумывать. Вот эта вот мышиная возня в мыслях, в размышлениях ему покоя не даст, знаете. Как говорят, голова ногам покоя не дает, так и у него. Вот тут четко, вот у него мысли, размышления, вот его сигнификатор. То есть все его думы, думки, все его туманности, непонятности не будут ему давать покоя. Он сам себе там может что-то надумать, сам что-то решить, сам что-то придумать, потом же свои же мысли сами развеять, рассеять свои сомнения. И от этого вот это вот постоянное движение туда-сюда, туда-сюда. Чувства. Карта развилка, луна и сад. Вот мысли, конечно же, будут им давать, откладывать свой отпечаток и на чувствах. Здесь мужчина в таком подвешенном, непонятном состоянии, не знает вообще, что происходит, и не понимает, не знает, в какую сторону двигаться, что предпринять, что сказать, и вообще правильно ли он сейчас на данный момент поступает. Но смотрите, ближе к концу недельки все это у него все-таки выяснится, разъяснится, он все-таки поймет, что хочет быть с вами, хочет быть к вам ближе, даже немного к вам, знаете, так вот развернется, повернется, будет более с вами открыт, более раскрепощен, может быть, предложит вам куда-то сходить, посетить какое-то общественное место. И также, смотрите, такое ощущение, что если вы, например, дамы, будете отдаляться, видя все вот эти его метания, терзания и сомнения, будете это чувствовать, все-таки на интуитивном уровне, к концу недельки он поймет, что вы
вот расстояние между вами, оно увеличивается. Увеличивается оно еще и из-за него, из-за того, что он вот эти мысли, вот эти все чувства, которые его гложат и не дают ему покоя, они вас будут и как бы разъединять, расталкивать, да, увеличивать между вами расстояние. И вот здесь он уже это поймет и осознает, и такое ощущение, что к вам сам и потянется. Почему? Потому что мы видим действия его. В действиях у него карта сердца, карта звезды и его карта бланка мужчина. Вот тут какие-то сильные большие переживания. Он понимает, да, что какие-то действия и что-то в ваших отношениях он не может контролировать, он просто не в силах это решить, разрешить и что-то понять, где-то даже до вас достучаться. Вот пока не время, пока у него для этого нет ни ресурсов, ни сил, ни даже вот осознанности и понимания, что, куда, где и почему. От этого будут переживания, от этого может быть и нервотрепка. Но ближе к концу недельки как-то что-то где-то, видимо, он поймет, проанализирует, осознает и уже здесь будет проявлять себя как мужчина, уже поймет, ага, я все-таки мужчина, я сильный, я добытчик, и, как я уже сказала, может к вам идти навстречу, как бы стать по отношению к вам более открытым, более доступным, да, более слышащим. И такое ощущение, что он уже будет пытаться вас догнать, пытаться вас, вот, как говорится, достать, завоевать, достучаться. Но начало недельки и середина довольно-таки сложная для отношений. Планы, письмо, рыбы и ребенок. Вот здесь такое ощущение, что вот придет вот эта осознанность, он что-то для себя поймет, сделает какие-то выводы. И в планах, во-первых, конечно же, это постоянное общение, постоянно быть в контакте друг с другом, чтобы наладить эту самую связь, да, чтобы отношения между вами стали гармоничными. Вот знаете, вот как, чтобы все было в своей тарелке, да, чтобы этот самый круг взаимопонимания между вами, да, он был гармоничным, спокойным, таким размеренным. И такое ощущение, что захочет, чтобы отношения были такими легкими, воздушными, чтобы не было вот этой вот давки и тяжести на душе и на сердце между вами. И также здесь такое ощущение, что он что-то предложит, может быть, куда-то поехать в теплые края, к воде, к морю, к примеру, либо здесь какой-то подарок вам преподнесет. Все-таки тут день Святого Валентина, да, тут какие-то переживания все-таки у него тут и в действиях могут быть. И захочет, знаете, вот такое ощущение, что будет планировать отношения перевести на некий новый уровень, как будто бы начать новый виток в отношениях. И смотрите, еще что не сказала. Тут у некоторых может проиграться и так, что у вас отношения на расстоянии. То есть вы друг от друга довольно-таки далеко. И от этого переживания, от этого неуверенности, от этого терзания, метания, вся вот эта мышиная непонятная возня. Тут, конечно, желание быть ближе, чтобы это расстояние сократить, оно не дает ему покоя, не дает ему спокойно жить, он мечется, переживает в таком непонятном подвешенном состоянии. И вот здесь такое ощущение в действиях, да, что хочется ему многого, да, хочется дать, хочется быть к вам ближе, хочется даже вот тактильно и эмоционально, и физически, и ментально быть с вами вот на одном уровне, быть с вами близко. Но то расстояние, которое между вами сложилось, да, вот именно физическое расстояние, такое ощущение, что вы далеко в разных городах, в разных областях. Ему сейчас не подвластно, он не может и преодолеть в связи с неким рядом причин. И тут и сигнификатор, поэтому, да, у нас всадник, то есть карта движения. Такое ощущение, что он все плюнет, да, и к вам приедет.
либо будет планировать к вам поездку, запланирует, купит билеты, будет оформлять какие-то документы. Вот так еще может проиграться, но не у всех, для некоторых из вас. Вот такой у нас получился вариант номер 1, дорогие мои. Я желаю вам всего самого хорошего. Пусть эта неделька будет волшебной, любящей, прекрасной, чудесной, страстной, гармоничной, красивой и прекрасной. Пожалуйста, ставьте лайки, пишите комментарии, подписывайтесь на канал. Всех благодарю, что были со мной. Надеюсь, что мой канал, мои видео вам нравятся и вас как-то поддерживают, помогают вам в ваших жизненных ситуациях. Это была Астарта Сантье. С вами прощаюсь, перехожу к варианту номер 2. Итак, двоечки, смотрим вас. Ваш вариант, его мысли, чувства, действия на недельке с 10 по 16 февраля. Итак, сразу хочу сказать, что на этой недельке ваш мужчина будет переживать такую некую трансформацию. Какие-то резкие для него неожиданные могут быть перемены. Либо такие обстоятельства, которые заставят и натолкнут его на изменения, на внутреннюю такую трансформацию, на сигнификатор мужчины карта Гроб. И сигнификатор отношений карта Тучи, то есть такие туманные, непонятные для вас и для него отношения. Но это событие, да, это временное, все потом разъяснится, так скажем. Итак, его мысли о вас. Карта Кольцо, карта Метла и карта Лиса. Вот вы знаете, такое ощущение, что в принципе он видит вас человеком для него очень важным, очень таким нужным, человеком, который в его жизни занимает немаловажную роль, немаловажное место в его жизни. Но здесь у него в мыслях какие-то сомнения и какие-то, знаете, такие туманности и непонятности. Но мы тут и видим, да, что отношения на сигнификатор отношений у нас карта Тучи. И вот это все откладывает, конечно, свой отпечаток. Да, он вас ставит важным для него человеком и нужным. И в то же время он, знаете, в мыслях что-то планирует, что-то так анализирует, сам не понимает до конца что, но пытается составить план какой-то для себя. Видимо, как-то он думает, планирует, как будут развиваться ваши отношения, куда их развивать, куда их двигать, да, и что вообще с этими отношениями делать дальше. И в то же время он понимает, что вы для него привлекательны, он о вас думает, вы для него притягательны и в физическом плане, и внешность его вашей, конечно же, притягивает, манит. И тут, конечно, намек на желание, на интим с вами, он в его мыслях прослеживается, он о вас думает в этом ключе, конечно же, безусловно. Чувства. А в чувствах он понимает, что ранние действия, которые он направлял по отношению к вам, они дали свой результат и дали свои плоды, и плоды довольно-таки успешные, довольно-таки приятные для него. Вы для него очень важны и очень нужны. Смотрите, в чувствах у него выпала ваша карта Бланка. То есть, как я уже и сказала, да, вы для него очень важный, очень нужный человек. Вы занимаете такое почетное место, будем так говорить, в его сердце, в его душе. Ему с вами очень хорошо, гармонично, тепло. Вот вы для него это женщина, которая дает ему силы, которая дает ему энергию двигаться дальше, которая его вдохновляет, с которой ему легко, с которой ему комфортно, тепло, опять же, да, и очень хорошо. Действия. Карта Клевер, карта Совы, карта Якорь. Вот здесь он будет вам декларировать, да, что вы отношения с вами для него это такой некий этап, который ему очень сильно нужен. Он как бы эти отношения хочет уже заякорить, эти отношения хочет, вот знаете, так вот углубить, укоренить. Ему важно с вами иметь такое вот ментальное, что ли, ментальную такую связь и взаимопонимание. Он видит вас партнера довольно-таки умного, мудрого, рассудительного, спокойного, с чувством, с толком, с расстановкой, который может ему
что-то подсказать, на что-то вдохновить, на что-то толкнуть, где-то как-то ему, знаете, так вот подсобить. Отношения и действия по отношению к вам будут достаточно легкими, такими приятными, ни к чему не обязывающими, да, не давящими такими, а вот воздушными. И в то же время вот ваша взаимосвязь и взаимопонимание, да, дается ему довольно-таки легко, и в то же время это дает ему как некое такое, знаете, некую такую мудрость, некую такую истину, некое такое обучение. То есть вы для него тоже, с одной стороны, как некий такой мастер, что ли, стратег, который ему помогает, вдохновляет и направляет. И в действиях он это будет показывать, он от вас будет это ждать. И ваша помощь, ваш мудрый совет, ваша легкость по отношению к нему, да, беззаботность, ваши отношения будет как бы укреплять, якорить, укоренять, делать их такими крепкими и такими вот, знаете, хочется сказать, как сталь, такими вот трудно разрушимыми. Вот так. И его планы по отношению к вам. Вот вы знаете, он планирует отношения изменить. Причем эти перемены будут в довольно-таки таком приятном русле. Он видит свою жизнь только с вами, да, вот движение и дальнейшее его вперед к каким-то неким вершинам, к новым завоеваниям видит только совместно с вами, в партнерстве с вами. И для него это как некий важный этап в жизни, вот такой новый виток в ваших отношениях, довольно-таки для него важный и нужный. У нас выпала карта Крест и карта Солнце. То есть, как я уже и сказала, вас он ставит очень и очень человеком важным и нужным и в мыслях, и на сердце, на душе, и в действиях ему это важно. И планирует он тоже быть с вами, и отношения с вами развивать и переводить их уже в некое такое, как я уже сказала, в новое, приятное, красивое, любящее русло. Вот сейчас на этой недельке это как бы трансформация для него, как новое такое открытие, да, но трансформация, она никогда не бывает такой безболезненной, да, такой ясной и понятной. Нет, тут все равно, да, эта трансформация дает, накладывать такую некую туманность и непонятность. Но она, судя по всему, рассеется, судя по вообще раскладу в целом. Вот такой у нас получился вариант номер 2. Дорогие, я желаю вам прекрасной недельки. У нас День Святого Валентина, да. Пусть эта неделька, да, и вообще этот праздник, этот день принесет вам любовь чистую, открытую, взаимную, гармоничную, страстную, красивую, такую воздушную, чудесную, волшебную. Всего вам самого хорошего. Берегите, любите, балуйте себя. Самое главное — здоровья вам, дорогие мои. Всех благодарю, что были со мной. Пожалуйста, ставьте лайки, пишите комментарии, подписывайтесь на канал. С вами была Астарта Сантия. Мой второй канал тоже в вашем распоряжении. С вами прощаюсь и перехожу к варианту номер 3. Ну что, третий вариант. Смотрим вас. И его мысли, чувства, действия, планы на вас на недельку с 10 по 16 февраля. Итак, мысли. Ну, вы знаете, дорогие мои, мужчина на этой неделе погружен в себя и свои какие-то вопросы, связанные, видимо, с финансами, с работой. Тут погружение у него очень, как говорится, глубокое. Вот думает он только о переменах, о новом каком-то уровне, новом этапе и в своей жизни, и вообще в жизни, связанной с его работой, с его финансами. Потому что, смотрите, да, мы видим в мыслях у него его сигнификатор, то есть ему сейчас вообще не до отношений, такое ощущение, а лишь проблемы, связанные с работой, с финансами, его волнуют в большей степени. Такое ощущение, что его заботит больше, знаете, может быть, повышение некого уровня
вообще в жизни, переход на некую новую социальную ступень. Либо он ждет повышения по службе, по должности, и что как бы несет за собой, да, и повышение в финансах, повышение уровня зарплаты и все, что с этим связано. Но если говорить о чувствах к вам, о мыслях о вас, да, то тут мужчина погружен больше, дорогие мои, все-таки в себя и в работу. Вы идете как бы параллельно, такое ощущение, чувство. Карта корабль, развилка и собака. Такое ощущение, что мужчина стоит на перепутье. Он еще не понял, куда ему двигаться, как развиваться, но понимает одно, что с вами ему хорошо и комфортно. И он хотел бы эти отношения вести. Такое ощущение, что он хочет их направлять, но такое, судя по раскладу, он пока не знает, куда и как. Но желание такое внутри него, оно есть. Хочется ему двигаться, хочется развиваться, хочется отношения вести. Но куда? А черт его знает. Вот он пока на этот вопрос сам себе ответить не может. Потому что в любом случае больше его волнует тут вопросы, связанные с работой и с финансами. Вот у нас еще и карта корабль выпала. То есть тут мужчина на распутье. Тут, дорогие мои трочки, вообще мало карт, которые нам говорят о ваших чувствах, о ваших отношениях с этим мужчиной. Нет. Вот на этой недельке больше будет его заботить работа и финансовые вопросы. Вопросы, связанные с бизнесом. Но, опять же, он, конечно же, не забывает и о вас, но вы как-то уже идете параллельно, но вот не хочу никого обидеть, но где-то вот на втором плане. Вот у нас у мужчин, как всегда, да, сначала идет работа, а потом уже личная жизнь. Вот. Эта неделька вот из таких вот недель, когда мужчину больше волнует работа и финансы, нежели любовь, чувства и отношения. Действия по отношению к вам. Вот как я сказала, карта книга, ребенок и крест. Тут больше мужчина будет от вас закрыт. Да, у нас карта ребенок, но тут все-таки в окружении таких карт у нас карта ребенок больше намекает на то, что мужчина будет капризным, мужчина будет требовательным, требовать от вас в первую очередь понимания, от вас заботы, от вас какого-то внимания, да, любви по отношению к нему, а сам же он отдавать вам он не сможет и не намерен, и даже об этом задумываться не будет. Он больше будет закрыт, и тут опять же и деловые вопросы все-таки по книге будут его беспокоить, и вопросы, связанные с развитием, с расширением, с обучением, опять же, все-таки делового характера, судя по раскладу, дорогие мои. И для него сейчас вот эта самая стадия, да, она очень важна и очень ему нужна, он за это очень сильно переживает. И, как я уже сказала, он в эту проблему очень и очень погружен. Ему сейчас не до любви и не до отношений. Планы относительно вас. Звезды, гроб и письмо. Да, конечно же, он о вас думает, он относительно вас планы строит, но он пока эти все свои планы переносит на какой-то неопределенный период туда, вперед. Вот сейчас он понимает, что сейчас ему не до любви, не до отношений. У нас карты звезды, но все-таки поддерживать с вами связь, поддерживать с вами отношения он намерен, но сейчас опять, как я уже и сказала, первым делом, да, на повестке дня у него работа, финансы, свой собственный бизнес. Но как будет поддерживать с вами связь путем мессенджеров, интернет, каких-то ресурсов, путем переписки, звонков, но не более. Тут если вы, конечно, совместно проживаете, то тут встречи, опять же, по вечерам дома, да, но он будет настолько погружен в себя, свои заботы и где-то даже усталость, что будет мало времени уделять вам. Тут больше, знаете, в течение дня там короткое какое-то сообщение, какая-то короткая переписка и не более. Сигнификатор мужчины — карта сад. Но вот, дорогие мои, он будет открыт. И в то же время, да, такое ощущение, что он будет заниматься своими делами.
Вот как я уже сказала, да, мужчина открыт и расположен, но ему просто-напросто будет не до этого. И сигнификатор ваших отношений на этой недельке, вот ключ ко всей недельке, это карта Совы. То есть он будет ждать от вас партнерства, взаимопонимания, взаимовыручки, такой какой-то некой подстраховки от вас, да. Единственное, что может, это попросить у вас совета или вам что-то рассказать, опять же, связанное с работой, но больше связанное с работой, с финансами, нежели с отношениями. Вот тут он захочет от вас получить некое наставление, некий совет или поддержку, но не более. Вот такой у нас вышел вариант номер 3. Очень занятой, очень деловой мужчина на этой недельке. Вам, дорогие троечки, придется перетерпеть, переждать и дать ему решить все вопросы, связанные с его работой, с бизнесом, с финансами. И потом он будет в вашем распоряжении, судя по раскладу. В принципе, дорогие мои. Вот перетерпите эту недельку, а там уже будет видно дальше. Я вам желаю, конечно же, всего самого хорошего, в первую очередь здоровья, благополучия, любви. Пусть эта неделька будет прекрасной, чудесной, взаимной. Хоть ваш мужчина будет и занят всю недельку, но я желаю вам, чтобы в дальнейшем, да, вся вот эта его занятость, она принесла плоды в прекрасном, чудесном, красивом, богатом ключе и отложила не только приятный отпечаток, но на ваших отношениях. Это была Астарта Сантея. Пожалуйста, ставьте лайки, пишите комментарии, подписывайтесь на канал, обратите внимание на мой второй канал. Всех благодарю, что были со мной. Искренне надеюсь, что мой канал вас как-то поддерживает, чем-то вас помогает, вам помогает и дает вам, ну, не знаю, некую подсказку, некий такой совет, что, в общем, надеюсь, что делаю все не зря, и я вам полезна, и мой канал. Ну что, я с вами прощаюсь, до встречи в других моих видео. Всем пока-пока.